На арене Ледового дворца Ирандык со 2 по 6 ноября кипели хоккейные страсти. На протяжении 5 дней юноши 2004 года рождения демонстрировали мастерство владения клюшкой. Да и команды на льду встречались не абы какие, а с большой и звездной историей. Поводом для состязания стал первый тур отборочных соревнований первенства России среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири. Принимать мероприятия такого ранга – дело сложное. Необходимо было отстоять право проведения соревнований на сибайском льду. Для этого наши организаторы ездили в Санкт-Петербург, вели переговоры с Федерацией хоккея России. Пришлось бороться, конечно, чтобы тур прошел в городе Сибай, потому что очень много параметров, очень много требований. Но, как говорится, анализ провели, специалисты проверили, все нормально, соответствует, поэтому решили, что Сибай достоин принимать данный тур первенства России. В первом отборочном туре соревнований первенства России по хоккею с шайбой среди команд 2004 года рождения участие приняли спортсмены из Казахстана, команда Астана, Ханты-Мансийск, Югра, Челябинск Метеор Сигнал, Омский Авангард и Сибайский Горняк. Игры открывали хозяева льда и гости из Астаны. 3 периода по 20 минут спортсменам дались нелегко. Первыми счет во встрече открыли казахстанские хоккеисты, но наши ребята спустя минуту восстановили равновесие в счете. Так и сыграли первый период со счетом 1-1. Команда «Горняк», да, веселая, очень хорошая, могут убрать, обыграть, забить сегодня. Мне понравилась команда, так что я думаю, у них все впереди. Вторая 20-минутка была более плодотворной. Сибайцы забили еще 3 шайбы, а вот их соперники из Астаны провели 5 результативных атак. Наши не смогли нагнать и в следующем периоде, в итоге уступив гостям со счетом 5-9. Ну, игра не понравилась, честно, не дорабатывали. Могли лучше сыграть. В третьем периоде начали поплыли. Ну, игра была сложной, еще назад мы не возвращались. И очень много голов забили с пятака. Ну, соперники были сильные, мы их, можем сказать, недооценили. Думали, что выиграем. А тут так. И вот получается что из-за наших ошибок пострадала вся команда. Команда, видно, что физически подготовлена. Она и сильнее, и быстрее. Забивала очень много. Убегали на скорости, забивали. Вратарь сегодня ваш как сработал? Вратарь защищался как мог, молодец сегодня. Он лучший игрок матча. Команда из Астаны на этих состязаниях не отличалась от остальных. Тоже мастерство, выдержка и воля к победе. Но ее состав был не только из представителей сильной половины. Жанель Козгулова и Томирис Аспанова – 2 девушки, которые не хуже мальчишек бились за каждую шайбу и гоняли в хоккейной коробке своих противников. Тренируются они практически по 5 лет каждая. И теперь без клюшки и коньков свою жизнь не представляют. Итак, девочки, вот почему выбрали именно хоккей? Ну, он интересный, там азарт, все такое. С мальчиками как бы веселее играть, и с ними интересно. Но они же жестче играют. Наоборот, классно. Наоборот, да, классно с ними играть. Страшно травмы еще. Да нет, мы уже привыкли к этому. То есть это хоккей, там слезы, там, не знаю, это боль, привыкли. В этот же день на льду скрестили клюшки команды Югра и Метеор Сигнал. В упорной борьбе с перевесом в 1 шайбу победу удалось вырвать хоккеистам из Челябинска 4-3. Следующий соревновательный день выдался не менее насыщенным. Открылся он матчем Омского Авангарда с командой из Астаны. Как бы ни старались казахстанцы, но им удалось забить лишь гол престижа, а мячи закатили 5 шайб в ворота соперника. После на лед вышел Сибайский Горняк и команда Югра Ханты-Мансийского автономного округа, одна из лидеров отборочного тура. Но стоит отметить, что наши ребята не ударили в грязь лицом, хоть и проиграли встречу, но достойно бились до финального свистка. 7-3. Победу во встрече одержала Югра. Неплохие ребята, все команды очень сильные, одинаковые практически по уровню, очень тяжелые игры с каждым соперником. Есть волнение, настраиваем всегда только на победу, есть волнение, видно, немножко переживают, волнуются, но сегодня уже получше. На 3-й соревновательный день у сибайских мальчишек был выходной. На льду мерили силами «Авангард» и «Метеор Сигнал». Эта игра оказалась напряженной для всех, ведь основное время матча завершилось в ничью – 4-4. И победителя пришлось выяснять по буллитам. И вот тут-то джекпот в этой хоккейной лотерее сорвал Омский Авангард. После скрестили клюшки Астана и Югра. И здесь встреча выдалась ничуть не спокойнее предыдущей. Равный счет на протяжении всей игры. И лишь к концу матча хоккеисты Ханты-Мансийского округа вырвали победу – 4-3. Еще один день игр. На льду команды сибиряков «Авангард» и Югра. Вот где нашла коса на камень. Интрига была до последнего, но счет оказался футбольным – 2-0 в пользу Югры. За ними на арене появился наш Горняк и Метеор Сигнал. И настрой, и игра, и непреодолимое желание победить. Было все, но и в этой встрече у сибайцев досадное поражение. Я считаю, что для города Сибай это
большое подспорье. Дети сейчас наши посмотрели, какой уровень команд. Я говорю, команды приехали клуба КХЛ и Горняку Сибай, я считаю, за счастье поиграть с такими клубами, научиться. Многому нужно учиться у этих ребят, даже ровесников наших. Есть над чем работать. Конечно, уровень. Мы первый раз столкнулись с такими командами, я говорю, и я думаю, что не упали в грязь лицом, бились достойно. И вчера, и сегодня нет таких разгромных счетов. Я считаю, что наши дети, мои дети молодцы, бились до конца. Есть над чем поработать, констатировал тренер наших ребят. Этот игровой опыт даром точно не пройдет. Подобные туры закаляют характер. Разница в классе команд очевидна, но и история знаменитых хоккейных школ тому обязывает. Кстати, наставники приезжих команд отметили, что мальчишки из Горняка самые упертые соперники, и даже поражения их психологически не ломают. Ну, я и перед игрой ребятам говорю, что это ребята, такие же дети, они не с Марса, не с Луны прилетели, такие же, просто там города-миллионники. Есть откуда выбрать детей. Мы набрать не можем детей к себе в команду, в секцию. А там идет естественный отбор. Играет он, посмотрите, и по физическим данным все ребята рослые. Мы и по физике уступаем. Просто, я говорю, молодцы, что организовали такой турнир. И я говорю, не зря мы в нем участвуем. Это урок на будущее нам. Впереди предстоит еще 2 отбора на первенство России в январе и в марте. По результатам 3 туров будут сформированы 2 группы, в одну из которых попадут самые сильнейшие команды. Что ж, начало хоккейного пути в российском масштабе младшими сибайскими горняками проложено. Осталось лишь на нем удержаться и заявить о себе как о команде с характером.